урок. Добрый день, дорогие ребята! Я очень рада встрече с вами сегодня на уроке математики. Давайте улыбнемся. Пусть сегодняшний урок принесет нам всем радость, общение. Сегодня на уроке, ребята, вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а помощниками вам будут внимание, находчивость, смекалка. Готовы начать наш урок? Я предлагаю вам математическую разминку. Посмотрите на экран и скажите, сколько хвостов у 3 китов? Правильно, 3 хвоста. Сколько ушей у 2 мышей? Совершенно верно, 4 уха. У кого больше лап, у утки или у утенка? Молодцы, одинаково, по 2 лапы. Вы очень хорошо справились с заданием. Ребята, на уроке математики без устного счета не сдвинется с места никакая работа. Без счета не будет на улице света. Без счета не сможет подняться ракета. Без счета не найдет адресата письмо. И в прятки сыграть не сумеют ребята. Давайте посчитаем до 10. А теперь обратно. Определите последовательность чисел. Слушайте внимательно. Какое число следует за числом 5? Правильно, 6. Какое число предшествует числу 9? И здесь верно, 8. Какое число предшествует числу 4? Конечно, 3. Какое число следует за числом 2? Молодцы, 3. Назовите соседей числа 6. И я с вами согласна. Это 5 и 7. А какое число предшествует числу 10? Молодцы, 9. Назовите соседей числа 4. Правильно, это 3 и 5. Молодцы, ребята! С устным счетом вы справились быстро. А теперь посмотрите на экран. Что изображено на первом рисунке? Совершенно верно. Это дорожный знак «Автобусная остановка». А как вы понимаете значение слова «знак»? Представьте, что вы оказались в незнакомом районе города. Спросить не у кого, но вы знаете, что в ваш район идет автобус номер 10. Что вы будете делать? Правильно. И я вам предлагаю найти
автобусную остановку с помощью знака? Верно. Знак молчит, но и сообщает нам о чем-то. Указывает на место, где останавливается автобус. Ребята, а какие еще дорожные знаки вы знаете? И что они сообщают? Хорошо, молодцы. Ребята, берегите себя и всегда выполняйте правила дорожного движения. Теперь вы можете мне сказать, что такое знак? Ребята, знак – это указание или сообщение о каком-либо объекте. Нас окружает множество знаков. Посмотрите на экран и скажите, что это? Правильно, ребята, это записи являются тоже знаками, но математическими. Цифра – это тоже математический знак, который используют для записи чисел. Какие из этих знаков вам знакомы, а какие новые? Кто знает, что это за знаки? Я думаю, вы догадались, что тема сегодня нашего урока математики – знаки плюс, минус, равно. Сегодня мы с вами на уроке научимся пользоваться этими знаками плюс, минус, равно. Нарисуйте, пожалуйста, два оранжевых треугольника. Какой цифрой мы это обозначим? Правильно, цифрой 2. Рядом дорисуйте синий квадрат. И обозначим его цифрой 1. Скажите, фигур стало больше или меньше? Да, конечно, больше. А сколько фигур получилось? Правильно, 3 фигуры. Ребята, какими словами можно заменить слово «дорисовали»? Правильно, прибавили, добавили. Чтобы записать это выражение в математике, используются цифры и математический знак плюс. А действие при этом называется сложение. Посмотрите, 2 плюс 1. Плюс знак добрый. Он всем дает, прибавляет, и всего становится больше. Послушайте стихотворение про знак плюс. Я плюс, и этим я горжусь. Я для сложения гожусь. Я добрый знак соединения, и в этом мое предназначение. Ребята, а какую работу он выполняет? Правильно, он всем дает, прибавляет, всего становится больше. Ребята, посмотрите на экране рисунок. Сколько нарисовано фигур? Давайте зачеркнем
синий квадрат. Фигур стало больше или меньше? Правильно, осталось 2 фигуры. Ребята, слова зачеркните, уберите тоже можно заменить знаком. Этот математический знак называется минус. И записываем 3 минус 1. Этот знак у всех отбирает, отнимает, и всего становится меньше. Действие при этом называется вычитанием. Внимательно послушайте стихотворение про знак минус. Я минус тоже добрый знак, ведь не со зла я отнимаю, я свою роль лишь выполняю. Ребята, вы запомнили, как называется математический знак, который у всех отнимает, и при этом всегда всего становится меньше? Да, это знак минус. Молодцы! Посмотрите на записи, которые у нас на экране. Сможете их прочитать? К 2 прибавить 1. Из 3 вычесть 1. И через клеточку 2. Какого знака не хватает? Чтобы записать слово «получится», используют знак «равно». Посмотрите, как правильно нужно записать. 2 плюс 1 равно 3. 3 минус 1 равно 2. Ребята, такие записи называют выражения. Давайте вместе прочитаем выражения, используя новые термины. 2 плюс 1 равно 3. 3 минус 1 равно 2. Молодцы! Итак, ребята, давайте подведем итоги нашего урока. Скажите, какие же знаки используют для записи выражений в математике? Правильно, плюс, минус, равно. А каким знаком вы будете пользоваться, если услышите слова «убежали», «убрали»? Молодцы, знаком минус. А каким знаком вы будете пользоваться, если услышите слова «добавили», «пришли»? Совершенно верно, знаком плюс. Посмотрите на экран. Какие это знаки? Дорожные или математические? Правильно, конечно, математические. Вы, ребята, молодцы. Спасибо вам большое за урок. Завтра мы продолжим учиться пользоваться нашими новыми знаками и познакомимся с новой цифрой. Урок окончен. До новых встреч!